Эти земли в период с 2000 по 2003 годы были переданы хозяйству для разведения крупного рогатого скота. Хозяйство относится к Кыргызскому национальному аграрному университету имени Скрябина. По словам жителей Айыл өкмөтү имени Фрунзе, в те годы в хозяйстве насчитывалось около 2000 голов коров, корм для которых заготавливали именно на этой территории. Однако на сегодня количество скота в хозяйстве не превышает 15 голов, и местные жители намерены вернуть 446 гектаров земли на баланс Айыл өкмөтү. Депутат Айылного кеңеша Фрунзе Нургуль Усейнова говорит о коррупционных действиях при использовании крестьянской земли. По ее словам, земли, предназначенные для научно-исследовательской деятельности, на протяжении нескольких лет сдаются в аренду. Она продемонстрировала бумаги, доказывающие то, что за гектар земли нарушители получали от 15 тысяч сомов. 282 гектар земель, которые были в 2002 году выделены акимом Сокулукского района для государственному племенному заводу при аграрной академии имени Скрябины. Для того, чтобы, так как раньше было это племзавод, уже сам статус говорит, здесь были коровы алатовской породы выведены у нас в Кыргызской республике, но под кормовую базу, чтобы вот этих коров обеспечить кормовой базой. Но печально тот факт, что на сегодняшний день от этих коров всего 15 остались, и встает вопрос, кормовой базы нет. Ну, сейчас эти земли используются нашими местными предпринимателями. Они раньше их по 15 тысяч сомов брали субаренду, сейчас они под таким ажиотажем и сумму с аренды снизили по 10 тысяч сом. Судебная тяжба сельчан с аграрным университетом длится вот уже 3-й год. Если бы полученные от аренды земли средства поступали в бюджет Айыльного кеңеша, а не в частные карманы, можно было бы улучшить инфраструктуру 2 сел, говорят крестьяне. Вчера суд вынес решение не в нашу пользу. До этого мы одну инстанцию выиграли и одну проиграли. Вчера во время заседания сказали, что сын Нургазиева работает в ГКМБ и что у него большие связи. 4 года мы судимся, и сейчас мы жаждем справедливости. Рыспек Нургазиев, чье имя называют сельчане, является ректором Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина. В свою очередь, он парирует обвинения в свой адрес. По его словам, вышеуказанная земля в 446 гектар постановлением правительства была выделена университету в целях разведения разных пород коров, а также для улучшения семенного материала. Ректор заверил, что ни одна сотка той земли не сдается в аренду. Это хозяйство является отдельным юридическим субъектом, и, соответственно, его руководитель вправе распоряжаться землей, как им нужно, но, разумеется, согласно закону. Естественно, никто эти земли не имеет права сдавать в аренду. И если выяснится такой факт, руководитель хозяйства должен ответить по закону. В прокуратуре же Сокулукского района подтвердили, что факт передачи земли в аренду выявлен и внесен иск в межрайонный суд. В 2018 году была проведена проверка Сокулукской прокуратурой, и было выявлено, что 282 гектара земли землепользователями являются учебно-опытное хозяйство Кыргызской аграрной академии. И в 2018 году, когда была проведена проверка, было установлено, что Академия, она субаренду передала ОСО «Электагрохолдинг». В связи с чем прокуратурой Сокулукского района был внесен в межрайонный суд иск о признании этой договора субаренды недействительным. Однако до сегодняшнего дня идет судебный процесс, но суд сейчас решил в пользу аграрной академии. Чтобы поставить точку в спорном вопросе, администрацией Сокулукского района была проведена проверка хозяйственных объектов Айыл өкмөтү имени Фрунзе. По результатам стало известно, что никаких научно-исследовательских работ там не проводятся. К тому же поголовье породистых коров на порядок меньше, нежели по документам. Я лично ездил в этот Айыл өкмөтү, там насчитывается лишь 30 голов коров. Никаких исследований не проводятся, а земли используются под посев пшеницы и ячменя. Лучше бы угодья выделили крестьянам. Жители Айыл өкмөтү имени Фрунзе надеются на справедливое решение многолетнего спора. Они, в свою очередь, готовы предоставить и другие факты нарушения закона, связанные с незаконными решениями по строительству домов на землях, которые еще не трансформированы, а также нецелевого использования выделенных ранее грантов. Улан Касенов, Айжан Умулдошева, Азамат Кадыр Токтоев, Ала-Тоо 24.